Кыргызстан празднует свой 32-й день рождения в качестве независимой, суверенной, демократической страны. В честь этого знаменательного дня в южной столице Ош организованы мероприятия на республиканском уровне. Основная часть прошла в парке Алымбек-Датха у флагштока Сулайман-То. Главное торжество началось с поднятия флага, высота которого составляет 57 метров, на флагшток историко-мемориального комплекса Сулайман-То. Ради этих моментов возведения знамени свободы наши предки отдавали свои жизни, поэтому, как подчеркнул президент Садыр Жапаров, каждый кыргызстанец, называющий себя патриотом, должен считать своим священным долгом сохранение независимости государства и целостность народа. Сегодня основные торжественные мероприятия проходят в южной столице для того, чтобы повысить сплоченность и укрепить народное единство во всех регионах страны. Байрағын биік желбіретіп, ынтымағын арттырып, өнігуге бет алған қалың жұртқа айланалы. Да будет светлым будущее нашего народа. Пусть наше единство крепнет и приведет нас к процветанию. Уважаемые братья и сестры, мы, кыргызстанцы, всегда гордимся нашей южной столицей. Город Ош известен не только из легенд о царе Соломоне и Александре Македонском, но и еще о нем упоминается в персидских и арабских источниках. В них содержатся важные исторические данные о культуре, социально-экономической жизни, военном положении и других событиях того времени. Даст Бог, город Ош скоро снова станет одним из важных центров Великого Шелкового пути и продолжит свою историческую миссию. Как вам известно, проект железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, подписанный главами 3 государств, откроет большие перспективы. Садыр Жапаров особо отметил, что у каждого поколения есть своя миссия и задача, которую необходимо выполнить. В этом направлении нынешнее общество должно серьезно задуматься о создании следующей истории развивающегося Кыргызстана. В качестве примера президент рассказал о масштабных работах в стране на пути к светлому будущему. Безопасность страны превыше всего. В эпоху глобализации мы увеличили нашу военную мощь и приняли военную доктрину, направленную на обеспечение военной безопасности государства. Как уже говорилось выше, строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан откроет нашей стране путь к расширению своего присутствия по всему миру. Кстати, начались реформы в дорожной отрасли, которая стала основой экономики государства. Решено закупить почти 700 дорожно-строительных машин, 265 единиц из которых приобретены и сейчас активно работают на местах. Вместе с дорогой была усилена и сеть гражданской обороны, а МЧС получили вертолет и спасательную технику. В то время, когда все зависят от электроэнергии, в нашей стране идет реконструкция крупных гидроэлектростанций и строительство десятков малых ГЭС, солнечных и ветровых электростанций. Независимость является главным богатством любого государства. Разные народы по-разному шли к суверенитету через войны, революции, национально-освободительные движения. Для Кыргызстана 1991 год стал началом стремления к самоопределению и суверенитету. И сегодня наш Кыргызстан отмечает очередную годовщину Дня независимости. На главном торжестве сегодня участвуют представители легендарного парламента и руководства страны 90-х годов, которые стояли у истока формирования независимого Кыргызстана. Путь к независимости кыргызского народа был долгой и тяжелой борьбой. Через столетия взлетов и падений сильному народу удалось принять декларацию о государственной независимости Республики Кыргызстан. Мы можем гордиться тем, что у нас мир, согласие и тот ожидаемый рост экономики, культуры, образования, всего того, что мы считаем ростом самого Кыргызстана. Кыргызстан на правильном, хорошем пути, темп роста по всем направлениям замечательные. А это труд нашего населения, это труд и правильные пути развития, ну и, естественно, руководством. Так что достижения очень большие, ожидаемые, ну, еще больше будет. Язык и все остальные атрибутики любого государства, они тождественные, тем более с Днем независимости. Поэтому значение языка, языковой политики в целом,
это выдвигается на первый план, потому что это отождествляется, значит, именно с независимостью, со свободой слова, со свободой вероисповедания, всех тех атрибутов, которые свойственны для рядового человека. Поэтому оно имеет очень большое и решающее значение для любого государства. Программа празднования национального праздника насыщена. До конца дня в городе Ош будут проходить различные культурно-развлекательные мероприятия, а также спортивные состязания по 4 видам национального спорта. Акбер Нурдинова, Чингис Тохторбек уулу, ЛТР Ош.